Муса Хабалович сдал экзамен на черный пояс первый дан по айкибудзюцу Гэндай Кан. В экзаменационную комиссию вошли ведущие мастера айкибудзюцу и реального айкидо. Что входило в программу? Это целый комплекс упражнений и разделов, каждый из которых имеет непосредственное значение при аттестации. Первый раздел – это страховочные падения и кувырки, то есть это координация своего тела в пространстве, плюс объединенная с ударной техникой. Вторым основным разделом экзаменационной программы на черный пояс является раздел начала встречи атаки. Туда входят тренажеры, обработка рук против прямых ударов, боковых ударов, ударов снизу рукой и в том числе специальные технические упражнения 0 и единица против одного нападающего и двух. Точно так же в экзаменационную программу входит раздел Кихон. Это каты из 5 базовых ударов по спорту чанбара. Спорт чанбара – это одно из направлений в нашей федерации фехтования на безопасном оружии. Далее, после специальных технических перемещений и кихона у нас идет основная программа. Это основные приемы против ударной техники руками и ногами, соответственно. Показать качество блоков, входов, уходов с линии атаки и, соответственно, выполнить технический элемент, полностью контролируя ситуацию и партнера. Далее, после основной программы у нас идет произвольная часть. Это когда человек, который сдает экзамен, самостоятельно составляет свою программу. Он выбирает технические приемы против разных форм атак на свой вкус. В том числе туда входит и раздел работы против ножа. Заключительной частью экзаменационной программы является рандери. Это свободная работа защиты против двух нападающих. Форма атаки произвольная, в нашем случае это прямой удар в голову. Ключевой момент такой программы – это показать техническую составляющую непосредственно приема и свободное движение. То есть в данном случае Муса Хабалович продемонстрировал упражнение единица на 2 человека. Я хочу отметить великолепную сдачу и подготовку Мусы Хабаловича. Сдача экзамена, невзирая на тяжелые погодные условия, на 100% влажность, Муса Хабалович продемонстрировал технику великолепно, легко, совершенно не показывая свою усталость, что вдвойне приятно видеть, что все приемы были достаточно сложные, серьезно координированные, они были разнообразные, и умение ориентироваться свободно в пространстве он продемонстрировал, я бы сказал, даже лучше многих молодых мастеров. В айкиджиу-джитсу изучали энергию только после сдачи экзамена на первый дан. То есть совершенствоваться дальше в боевых искусствах придется уже не 1 год. И Муса Хабалович к этому готов. Готов дальше изучать, готов стремиться к вершинам и достичь совершенства. Айкидо я до этого занимался академическим айкидо. Занимался лет 5-6, причем по 2 раза каждый день, кроме воскресенья. То было такое академическое айкидо, потом у меня был большой перерыв боевым самбо занимался, тоже очень профессиональным, хорошим тренером Сергеем Никитиным. Вот. Но когда я встретил очень хорошего мастера по реальному айкидо, я решил продолжить занятия айкидо. Я провел несколько занятий, несколько тренировок. Мне очень понравилось. Это, конечно, было необычно. Это было похоже на то, как, видимо, когда я боролся, я не полностью силу применял, да, там, а старался все-таки использовать силу противника. Здесь вы сегодня видели, какие упражнения были. Они достаточно вроде как энергоемкие, но в то же время они очень эффективные, они очень классные для обыденной жизни. И мне нравится реальное айкидо тем, что оно реально, оно очень похоже на улицу, на любую ситуацию, которая может возникнуть
в любой момент в жизни. Но не это самое главное. Главное то, что этот вид очень гармоничный. Здесь очень сильно развивается не только там физическая составляющая, но очень сильно развивается, я бы сказал, вот вестибулярный аппарат очень сильно развивается, очень много крутишься. И вот реальное айкидо это тот вид спорта, в который можно вести детей там, с 2-3 лет. Ну и, конечно, здесь этим видом можно заниматься и 100, и за 100 спокойно, ну потому что это песня, это как движение, это как обычное движение по улице, по сути. Только с набором очень интересных и очень полезных навыков. Поэтому этот вид айкидо – это как образ, такой вот здоровый образ жизни, образ здорового человека. Вот. Поэтому я хочу сказать всем, обратиться ко всем тем, кто может про возраст вспоминать. Если хотите забыть про свой возраст, идите в зал и желательно, чтобы вы занимались реальным айкидо, потому что это вдохновляет, этот вид омолаживает, придает уверенность, придает силу, и это место, где вы действительно найдете свою гармонию. Добро пожаловать в реальное айкидо.